В Якутске официально заработал парусный клуб имени прославленного олимпийского чемпиона Тимира Пенегина. Здесь учат управлять яхтами как школьников, так и взрослых. Почему парусный вид спорта становится все популярнее среди якутян и на каких суднах сегодня покоряют водные просторы, расскажет наш корреспондент Денис Тишин. Это называется шверт. Вы оставляете сюда его, швертовый колодец, и опускаете до конца, и эту резиночку сверху закрепляете. Директор клуба и по совместительству тренер Михаил Ермолаев терпеливо объясняет своим ученикам, как управлять яхтой. Несмотря на кажущуюся легкость, в парусном спорте есть немало тонкостей, без знания которых держаться на воде и получать удовольствие от этого занятия будет сложно. Нынче у нас вот где-то стабильно, где-то 30-40 человек у нас входит вот так вот. И будем проводить соревнования, и городские, и республиканские. Поэтому вот ребят готовим к этим соревнованиям, тренируем их, потому что будет присваиваться им спортивные разряды. Все-таки это олимпийский вид спорта. Воспитанники клуба в основном дети младшего и среднего школьного возраста, из летних лагерей, детских домов и общественного движения «Юнармия». Для них парусный спорт скорее хобби, нежели будущая профессия. 11-летний Артем Король из Табаги записался в школу, несмотря на то, что не умеет плавать. Но тяга к водной стихии в итоге пересилила все сомнения и страхи. Михаил Артемович рассказал про этот спорт, я заинтересовался, записался. И теперь хожу. Однако в клубе занимаются не только дети. Павлу Багаинтаеву из Среднеколымска 41 год. Но он наравне с подростками учится ходить под парусом. И мужчине это очень нравится. Как бы сам любознательный, я все пробовал. Вот буквально недели 2 назад дайвинг закончил курсы. До этого в клуб «Стерх» парапланеристом ездил тоже. У меня мотопараплан себе собираю, буду летать. Ну вот, и парус мне тоже интересен был как транспорт, вид транспорта, как альтернатива. В Среднеколымске там озера большие, и сидеть на ветке и грести веслами тяжеловато, по 3-4 часа, озера большие. Вот, и подумал, может, парус пошел бы. Покорители водных просторов вынуждены заниматься на крохотном пятачке полуострова, расположенного на озере Сайсары. Они отрабатывают навыки и умения на одноместных и двухместных, зачастую самодельных яхтах. Именно на такой простенькой с виду одноместной фанерной яхте «Шверботе» в далеком 1960 году завоевал свое олимпийское золото прославленный Тимир Пенегин. Пока что клуб вынужден приобретать яхты и оборудование на собственные средства, так как финансирование из городского бюджета не предусмотрено. Но Михаил Ермолаев и его воспитанники верят, все трудности преодолимы, и парусный спорт Якутии ждет большое будущее. Денис Тишин, Йолстан Иннокентьев, Якутск.